Аномальная жара и частые дожди, особенности этого лета, не помеха для Магомеда Албагачиева. Уже 2 недели мужчина вместе с другими рабочими ремонтирует улицу Асканова в Назрани. Приложить свою руку к благоустройству родного города – дело хорошее, говорит рабочий. Сейчас рабочие заняты укладкой бордюрного камня, затем собираются проложить новое дорожное полотно по всей улице. Работу закончат в ноябре, а затем, чтобы все было качественно и в срок, проследят члены Ингушского отделения партии «Единая Россия», которые выехали с сегодняшней инспекционной проверкой. Ремонт улицы проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что до 2024 года наш регион участвует в 12 национальных проектах, реализация которых началась уже в этом году. Контроль за их осуществлением и курирует Ингушское отделение партии. Партийный проект «Единая Россия. Безопасные дороги». Улицы Асканян, Сумбик, улиц. Кертерьер в городе. Дикбеж Болхабы, качественно было. Общественные проекты безопасной дороги, замечаний, пока яц. Тяна хаяка слой асфальта и аюлыжлатыж новый диван, бордюрный камень бы, дальше андали диван, качественно, еще кваштала и бол, чак вах бацар, ваха партийный проект, олдани диван, он контроль лилиги. Проверить дорогу вместе с членами партии выехал и глава города Алихан Тунгоев, который с радостью отмечает, что совсем скоро от старой улицы останутся лишь воспоминания. Проведут освещение, проложат асфальт, нанесут разметки, появятся тротуары. Но кроме этой городской улицы новый вид приобретут и другие, также попавшие под нацпроект. Сейчас прокладывается асфальтированная улица Аздоева, улица Берда-Юлоева, улица Богатырева, улица Пионерская, в Альтинском округе, очень много улиц. В связи с этим у нас будет умещаться аварийная ситуация, нашим водителям будет комфортно ездить по нашим дорогам. Огромное спасибо тем людям, которые стояли истока создания этой программы. Это действительно народная программа, нужная программа. Я думаю, что мы с задачей президента Российской Федерации справимся на отлично. Ремонту улицы рады и водители. Больше никаких ухабов, ям и впадин, из-за которых так часто приходилось чинить транспортное средство, делится Иваха Калоев. Старые барьеры выкидывают, новые ставят, асфальт старый снимает, ложит новый. Это вообще замечательное дело, алхамдулилля. Дал хвасту бы, и это болит, и арса биана, наше мнение, это раз роль играет, алхамдулилля, Еще одной точкой проверки стал Назрановский пруд. Его благоустройство ведется в рамках уже другого нацпроекта «Экология». Работа по реконструкции одного из крупнейших водоемов региона начаты совсем недавно и планируется завершить до конца 2020 года. Пока перед рабочими стоят несколько задач. В данный момент илысы отложений у пруда на утилизации твердых бытовых отходов и чернозем хаквас деждет холозер. Берега укрепления следом. Поэтапно работать берега укрепления, текстиль решетка жёгкош. Нижний часть щебнем заполнять, верхний часть растительным слоем заполнять. А потом поэтапно следующий этап уже растения многолетние. Вот здесь нами проводится работа по выявлению каких-либо замечаний, либо если отставание от сроков, и в плотном взаимодействии с правительством Республики Ингушетия эти замечания доносятся уже в оперативной работе, в оперативные сроки. И, конечно же, это все делается для того, чтобы наше население, это, конечно, благополучатель, наши граждане, жители Республики Ингушетия, граждане России, они должны на себе ощутить вот этот позитивный эффект в реализации национальных проектов. Следующим пунктом для проверки станет Малгобек и другие города и территории региона, где реализуются нацпроекты. По словам членов партии, контроль за ходом этих проектов поможет своевременно выявить нарушения и исправить их, чтобы все было сделано на высшем уровне. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.